Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня мы заканчиваем раздел «Традиции и фольклор». Урок номер 42. Тема сегодняшнего урока «Проверь себя». Өзіңді тексер. Упражнение номер 1. Прочитай. Дополни слова-предметы словами-признаками. Слова-предметы народ, сказки, батыр, а слова-признаки щедрый, мудрый, смелый. Народ какой? Щедрый, народ добрый. Сказки какие? Мудрые, сказки интересные. Батыр какой? Смелый, батыр сильный. Упражнение номер 2. Назови главные блюда праздника Наурыз. А. Манты. Б. Наурыз көже. В. Мясо по-казахски. Г. Курт. Главные блюда праздника Наурыз – это Б. Наурыз көже. Упражнение номер 3. Назови героев сказки «Жадный бай» Ялдар Көсе. Какие они? Слова подсказки: толстый, умный, жадный, хитрый, злой, добрый. Герои сказки Алдар Көсе и Бай. Бай толстый, жадный, злой. Алдар Көсе умный, хитрый, добрый. Упражнение номер 4. Правильно произнеси слова-предметы со словами-признаками. Батыр какой? Сильный. В слове «сильный» окончание «ый». Ласточка какая? Быстрая. В слове «быстрая» окончание «ая». Небо какое? Голубое. В слове «голубое» окончание «ое». Город какой? Большой. В слове «большой» окончание «ой». Сказка какая? Интересная. В слове «интересная» окончание «ая». Облако какое? Белое. В слове «белое» окончание «ое». Упражнение номер 5. Спиши текст. Вставь пропущенные буквы. Назови правила. Первое предложение. У Маши и Даши в чашках душистый чай. В слове Маши пропущена буква И. В слове Даши пропущена буква И. В слове чашках пропущена буква А. В слове «душистый» пропущена буква И, в слове «чай» пропущена буква А. Второе предложение. Они часто ходят в лес. В слове «часто» пропущена буква А. Третье предложение. В лесу есть березовая чаща. В слове «чаща» пропущена буква А. Четвертое предложение. Дети ищут грибы. В слове «ищут» пропущена буква У. Вспомним правило. Сочетание «жи-ши» пишем только с буквой И. Сочетание «ча-ща» писать нужно с буквой А. Сочетание «чу-щу» пиши с буквой У. Упражнение номер 6. Собери пословицу. О чем она? Напиши в тетради. Имя, трудом, Джигита, его прославляется. Собираем пословицу. Имя Джигита прославляется его трудом. Значение этой пословицы – слава не в силе, а в его труде. Упражнение номер 7. Прочитай выразительно текст. Это стихотворение или рассказ?
Наурыз, Наурыз, Наурыз веселый, Наурыз, Наурыз в городах и селах. Чтоб мы дружно пели, ты пришел с капелью, с шумными скворцами, с первыми цветами. Наурыз, Наурыз, светлый праздник Наурыз. Это стихотворение. О каком празднике говорится в тексте? В тексте говорится о празднике Наурыз. Упражнение номер 8. Найди в тексте стихотворения слова с предлогами. Назови их. Слова с предлогами. В городах. Предлог в. С капелью. Предлог с. С шумными скворцами. Предлог с. С первыми цветами. Предлог с. Предлоги со словами пишутся раздельно. Упражнение номер 9. Назови слова, которые относятся к разделу традиции и фольклор. Напиши их в тетради. Сказки, народ, батыр, игры, Наурыз, дерево, дом, обычай, легенда, земля, угощение, дружба. Слова, которые относятся к разделу традиции и фольклор: сказки, народ, батыр, игры, Наурыз, обычай, легенда, угощение, дружба. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.